В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Мы продолжаем эфир на радио Крым Реалии. Напомню, у микрофона с вами Александр Голубов. Вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 12:10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Гость эфира. В нашей студии сегодня Николай Полозов, российский адвокат, который продолжительное время работает в Крыму. Напомню, он защищал интересы Ильми Умерова, Ахтема Чийгоза, а сейчас ведет независимое расследование гибели ветерана крымско-татарского национального движения Виджия Кашка. Мы также вспомним о крымских судьях-предателях и о том, какое отношение они имеют к преследованию активистов в Крыму. Эти и другие вопросы мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Прямой эфир. Итак, Николай, здравствуйте в первую очередь. Благодарю, что нашли время прийти непосредственно к нам в студию. И вот хотелось бы начать с того дела, которое стало поводом для вашей недавней пресс-конференции. Дело Виджия Кашка и других фигурантах этого дела о якобы вымогательстве, при котором, собственно, и погибла ветеран крымско-татарского движения Виджия Кашка. Напомню, что резкое ухудшение состояния здоровья Виджия Кашка, которое привело к ее смерти, наступило в момент изъятия у нее денег следователем российского МВД в Крыму Михаилом Рудковским. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась в рамках доследственной проверки, смерть Виджия Кашка наступила в результате атеросклеротической болезни сердца. Напомним историю, что именно 23 сентября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар. Их подозревают в вымогательстве средств у гражданина Турции. Давайте вспомним, как именно проходило это задержание. Всем на месте. Еще раз. Имя, отчество. Николай, вот мы только что слышали звуки этого задержания. Явно видно, что это было не просто силовики вежливо зашли и сказали, что люди задержаны. То есть, а также на том видео, которое было опубликовано, это крымские СМИ опубликовали его, видно скорую помощь, но при этом самой Виджия Кашка нету. Значит ли это, что скорая помощь, скорее всего, вызывалась именно для нее? Да, ну, что касается этого задержания, вообще эта спецоперация планировалась и утверждалась на уровне министра внутренних дел Республики Крым, на тот момент это был Абисов. И изначально вот этот гражданин Турции, Юсуф Айтан, фактически украл эти деньги у Виджия Кашка. Он выступал в роли брачного афериста, собирался якобы жениться на ее внучке. Впоследствии выяснилось, что у него есть другая семья, и когда это все выяснилось, бабушка потребовала, чтобы эти деньги он вернул ей обратно. Но в этот момент он уже находился под плотным контролем ФСБ, и таким образом, по всей видимости, созрел у силовиков план провести такую спецоперацию, захватить ряд участников национального движения. Все это люди не молодые, пожилые. И тем самым представить их в качестве какого-то криминала, каких-то преступников. При том, что если российские СМИ утверждают, что это дело сугубо криминал, в материалах уголовного дела подчеркивается, что все они, и Дикерменджи, и Чепух, и остальные являются
участниками запрещенной организации Меджлис. Хотя к Меджлису они не имеют никакого отношения, но вот таким образом это все выворачивается. Что касается самого задержания, то меченые деньги были переданы этому турку сотрудниками Центра противодействия экстремизма. Впоследствии на встрече он отдал их Виджие Кашка. И когда она выходила из кафе «Маракант», когда положила в сумку эти деньги, собственно, в этот момент и произошло задержание. Ее схватили, стало ей плохо в этот момент, начали пытаться у нее эти деньги забрать. Вот. И по материалам проверки, именно в момент проведения следственного действия выемка, то есть когда у нее хотели отнять сумку с этими деньгами, ей стало плохо. Каким образом эту сумку отнимали? Что сделали с ней такого, что ей резко стало плохо, неизвестно на текущий момент. Ей вызвали скорую, однако та скорая, которую вызвали, не доехала. Сотрудники остановили скорую, которая мимо проезжала, и уже на этой скорой ее повезли в больницу. Но до больницы она не доехала, буквально через 20-25 минут она скончалась. Николай, вот вы давали недавно буквально пресс-конференцию, в которой оглашали новые подробности дела. Вот вы могли бы еще раз нашим слушателям проговорить, что именно нового всплыло в этом деле, и могут ли эти факты пролить хотя бы какой-то свет на обстоятельства смерти Виджия Кашка? Ну, что касается тех сведений, которые были получены из материалов проверки, которые вел Следственный комитет, к сожалению, яснее эта ситуация не стала. Все уперлось в нежелание руководства Росгвардии и полиции, ну, скажем так, проводить служебную проверку по действиям своих сотрудников. Следователь направляла в Росгвардию запрос с целью проведения служебной проверки в отношении тех сотрудников, которые непосредственно задерживали Виджия Кашка. И ответом было то, что эти сведения не могут быть предоставлены, поскольку борьба с терроризмом в Росгвардии охраняется государственной тайной. То есть, что они делают, как они делают, это узнать абсолютно невозможно. Вместе с тем, судебно-медицинская экспертиза, назначенная и проведенная, не смогла установить причинно-следственную связь между действиями сотрудников полиции и внезапно наступившим ухудшением состояния здоровья Виджия Кашка, поскольку экспертам неизвестны были действия сотрудников полиции. То есть все опять-таки упирается в вот эти неназванные действия сотрудников полиции. И в этой связи, конечно, я видел в материалах проверки показания ряда сотрудников полиции, которые написали, что они не оказывали никакого давления на Виджия Кашка. Но я в это не верю, потому что, по моим сведениям, еще утром этого дня она чувствовала себя хорошо, и существует такое врачебное мнение, что действительно психофизиологические нагрузки могут повлечь за собой вот такие тяжкие последствия. Николай, скажите, а вот отказ проводить служебную проверку теоретически может быть использован как аргумент в судах, как в российском, так и в международном, если дело дойдет до ЕСПЧ? Ну, что касается российских судов, к сожалению, в нынешнем режиме власти Владимира Путина все заточено на то, чтобы государство обеляло любые действия силовиков, и те редкие моменты, когда силовики оказываются на скамье подсудимых за совершенные преступления, это скорее исключение, нежели чем правило. В любом случае, я буду использовать все доступные механизмы, как внутри российской системы правосудия, так и внешние, в том числе Европейский суд по правам человека. Естественно, там это будет иметь большее значение, чем в России. Угу. Николай, скажите, вот когда мы говорим о деле Виджия Кашка, речь же еще идет о остальных задержанных. Их судебное разбирательство по этому относительно них еще продолжается. И вот ранее сообщалось, что у фигурантов этого дела также серьезные проблемы со здоровьем. Так у Дигерменджи хроническая астма, Чапух в СИЗО перенес микроинсульт, а подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя фактически продлил срок содержания в СИЗО фигурантам этого дела до 15 сентября. И вот родственники утверждают, что мужчин задержали из-за их активной деятельности, собственно, то, о чем вы говорили. Хотя
И вот давайте послушаем просто сейчас комментарий Алие Дигерменджи, жены Бекира, о том, что же явилось причиной задержания. Вы знаете, я очень много размышляла на эту тему. Хотела найти все-таки ответ, почему именно наши мужчины. Все наводит на то, что все-таки они были очень активными в процессе того, что они давали интервью, выступали. Бекир неоднократно выезжал в Евросоюз, чтобы непосредственно высказать свою боль о том, что было посажен его сын по 26 февраля. Но, видимо, кому-то это очень не понравилось, и их так красиво, будем говорить, подставили. Вот, по вашему мнению, такая версия имеет право на существование? Ну, безусловно, это так и есть. В Крыму в настоящее время подавляется любая несанкционированная активность. Особенно это касается активности со стороны крымских татар. И Асан Чепух, и Бекир Дигерменджи, и Руслан Трубач, Казим Аметов, они приезжали в Москву, были в феврале 2017 года на марше памяти Бориса Немцова, и там шли с крымско-татарскими флагами. Естественно, это не могло пройти незамеченным. Я думаю, что это своего рода месть со стороны российских властей за их активную позицию. Они постоянно приходили на суды в поддержку своих соотечественников и, оказались сами теперь в российской тюрьме. При этом, надо отметить, уже более 8 месяцев идет следствие, ничего фактически по ним не делается, то есть им продлевается мера пресечения, они сидят в тюрьме, но никаких следственных действий с ними не производят. И состояние здоровья, конечно, очень сильно ухудшилось. Бекир Дигерменджи в кому впадал, у Чепуха был микроинсульт, действительно. Вот. Но это издевательство, речь не идет о каком-то правосудии, речь идет о том, чтобы на их примере попытаться запугать остальных, чтобы остальные крымские татары даже помыслить не могли выходить куда-то с какими-то активностями. А вот когда мы говорим о самом разбирательстве, то есть вы говорите, что не проводится никаких следственных действий, и как долго такая ситуация может продолжаться в российской реальности? Это месяцами может продолжаться. По моим сведениям, предварительное следствие там подходит к завершению. Вот, то есть я думаю, что наверное, в конце августа, может быть, в начале сентября будет переход к стадии ознакомления с материалами дела, и суд, по всей видимости, начнется в конце осени, зимой. Вот. Результаты, опять-таки, заранее все понятно, все известно. То есть их уже определили виновными, хотя, на мой взгляд, ни о каком вымогательстве речи идти не может, даже по строго юридической классификации, квалификации, потому что вымогательство – это когда для себя ты что-то вымогаешь, а когда они долг фактически вот этого Юсуфа Айтана в пользу бабушки, да, уговорами попытались вернуть, здесь никакого состава даже нет вымогательства. Разве это российскую власть останавливает? Их задача максимально очернить представителей национального движения, представить их каким-то криминалом, преступниками и так далее. То есть, вот когда мы говорим о фигурантах этого дела, фактически их пытаются представить не просто крымскими татарами, а представителями Меджлиса, да? То есть, Да, хотя к Меджлису они никакого отношения не имеют, но Меджлис – это же такой жупел, это же такой вот страшилка, что вот Меджлис, он блокаду устроил, Меджлис там какие-то теракты собирается совершать, что якобы Меджлис собирался, поджечь муфти Аблаева дом и так далее. Вот, все это такая нервная реакция на решение Международного суда ООН о восстановлении деятельности Меджлиса, который Россия не выполняет категорически, чтобы оправдать свои действия. А вот смотрите, они вот такие преступники, и пытаются посредством фабрикации таких уголовных дел представить Меджлис в качестве такой страшилки. Если мы говорим в принципе о российской судебной системе, скорее всего, суды по Виджие Кашка будут проиграны. В данном случае, какова цель расследований, вашего независимого расследования, борьбы? Фактически, с самого начала понятно, что эта борьба вроде бы как обречена на провал. Вы знаете, здесь тоже всегда есть надежда, что удастся добиться истины, удастся добиться справедливости. Когда я вступал в дело Ахтема Чайгоза,
мне все говорили, все, он будет сидеть 8-10 лет и как бы живым из тюрьмы не выйдет. Да? Тем не менее, мы провели этот суд, нам удалось добиться поднятия этого дела на уровень принятия политических решений, и в конце концов он был освобожден. Здесь я тоже понимаю, что сопротивление системы, оно очень сильное, но всегда есть шанс, что во имя памяти Виджея Кашка нам все-таки удастся установить все обстоятельства ее гибели и, возможно, даже привлечь к ответственности виновных в ее гибели, поэтому эту работу все равно нужно сделать. Так хотят ее родственники, и я думаю, что в этом направлении надо продолжать работу. Николай, вот вы сказали о том, что такие задержания могут быть еще нервной реакцией на решение суда в Гааге. И тут возникает логичный вопрос. То есть фактически решение суда в Гааге привело чуть ли не к противоположным последствиям. Вместо того, чтобы снизить давление на крымских татар, оно только усиливается. Ну, они так и работают. То есть чем сильнее давление извне, тем они оказывают давление внутри, усиливают репрессии. Но я убежден, что народ выстоит, что народ сможет пройти через это, и в конечном счете вот эта российская власть все равно окажется в проигрыше. Да, какие-то жертвы будут неизбежны, и в оккупации по-другому быть не может. Но именно терпение крымско-татарского народа позволило им выиграть борьбу за возвращение на родину еще в советское время. Я думаю, что он выстоит и сейчас. Николай, а вот в этом контексте как вы рассматриваете заявление украинских властей о том, что они будут подавать иск в Европейский суд по правам человека, коллективный иск фактически, ну не коллективный, то есть от имени государства, по поводу политических узников, к которым относятся и крымские заключенные? Ну, я, безусловно, приветствую это решение. Жалко, конечно, что это не произошло раньше, а только уже на 5-м году оккупации, но, тем не менее, лучше поздно, чем никогда. С другой стороны, существует всегда вероятность того, что Российская Федерация откажется выполнять любые решения Европейского суда, тем более, что Конституционный суд Российской Федерации принял решение, что решение Конституционного суда не обязательно для России, решение Европейского суда. И в пределе это может грозить тем, что, не выполняя решение Европейского суда, Российская Федерация будет вынуждена выйти из Совета Европы. А это означает отмена моратория на смертную казнь в России. То есть ничего хорошего для российского общества это не сулит абсолютно. Но, к сожалению, это, получается, не сулит ничего хорошего и для крымчан, которые сейчас вынуждены жить по российским законам. На текущий момент, да, но все эти нарушения, которые допускает власть в оккупации, необходимо фиксировать. И решение Европейского суда по правам человека – это будет хороший способ зафиксировать все эти нарушения, впоследствии требовать компенсацию за нарушение этих прав. Ну, вот в целом, когда вы общаетесь с вашими крымскими подопечными, я даже не рискну назвать их клиентами, потому что я думаю, что это несколько другие уже отношения. Вот у вас нет ощущения, что вот это давление таки срабатывает, потому что все усилия, они вроде бы не дают успеха или дают успех достаточно такой абстрактный, то есть... Ну, понимаете, какая штука? Российская власть добивается лояльности от людей. Вот это им не удается совсем. Да, люди могут молчать, люди могут уходить в какую-то глухую оборону, не проявлять никакой активности, но при этом они никогда не будут лояльными тем, кто фактически издевается над их соотечественниками. Этого не будет. То есть, условно говоря, здесь зеркальная ситуация. С одной стороны, международное давление усиливает давление России, но давление России усиливает нелояльность местного. Именно так. Именно так. И эта проблема, она нерешаема. То есть, я думаю, что до момента деоккупации вряд ли значительная часть крымских татар будет с радостью воспринимать российскую власть. Угу. Что ж, Николай, благодарю вас за ваши ответы. Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы говорим в принципе, о многих правозащитных вопросах в Крыму, потому что с нами в студии адвокат Николай Полозов. Если вам есть что сказать по теме программы, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Также заходите на сайт Крым Реалии, там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Я напомню, что в студии с нами адвокат Николай Положев, и я бы хотел перейти вот к еще одному важному аспекту бесправия или особенностей правоприменения в Крыму, это, собственно, к судебной системе. Я напомню, что недавно украинские правоохранители объявили в розыск бывшего главу апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука. Его подозревают в совершении государственной измены. Местонахождение на данный момент неизвестно, но вот по версии Генпрокуратуры Украины он оказывал помощь России и ее представителям в переходе судов Автономной Республики Крым на осуществление правосудия на основании российского законодательства, назовем это так. Вот, ранее Чернобук отвергал все обвинения в поддержке российских властей Крыма, сообщая, что после аннексии был вынужден покинуть свой пост и переехать к семье в Днепр. Вот, однако крымские журналисты весной 2014 года в Симферополе были на интервью у него, и он в качестве судьи в аннексированном Крыму настаивал на том, что переход крымских судей на сторону России не нарушение закона Украины и не измена. Давайте просто послушаем его прямую речь, чтобы было что комментировать. Крым в центре внимания. Мы принимали присягу не президенту, мы принимали присягу не народу, мы принимали присягу судьи, она так называется. Поэтому ни один судья, который решил остаться работать судьей в апелляционном суде, в местных судах Республики Крым, не нарушают присягу судьи Украины. Это как присяга, как клятва Гиппократа на самом деле. То есть какая разница, в какой стране врач осуществляет свои функции. Главное, чтобы он делал это честно и не во вред своему пациенту. Судьи Крыма докажут то, что они уже не один раз доказывали то, что они способны учиться, способны принимать законные решения. Ну и мы сейчас штурмуем российское законодательство. Суды Республики Крым работают на основании, первое, Конституции Российской Федерации, второе, на основании тех процессуальных законов, которые указаны в законе о порядке принятия в Российскую Федерацию и образованию ее в составе нового субъекта Российской Федерации. Крым в центре внимания. Я напомню нам, что таким образом именно рассуждал бывший судья Валерий Чернобук весной 2014 года. Он заявил, что вот они способны были учиться. Чему научились крымские судьи, перейдя на российское право, назовем? Научились всему тому нехорошему, что присутствует в российской правоприменительной практике, а именно вынесение незаконных приговоров по политическим делам, преследование невиновных людей. Взамен они получают достаточно хорошую компенсацию. Даже по российским меркам зарплата в среднем составляет около $2000, хорошие пенсии. И благодаря этому российская власть получает от них полную лояльность по любым вопросам, которые подлежат разрешению в судебном порядке. Николай, получается такая ситуация, что фактически это бывшие или даже действия, они до сих пор граждане Украины с точки зрения украинского законодательства. Это граждане Украины, украинские судьи судят сейчас крымских политзаключенных. Я правильно понимаю? Именно так. Хотя по российскому законодательству иностранные граждане не могут являться судьями, и этот вопрос неоднократно я поднимал и в деле Ахтема Чайгоза, и в других делах. Но они как говорят: мы написали отказ от гражданства, значит, мы не граждане. Хотя процедура выхода из гражданства Украины, она совершенно другая, и в конечном счете указ должен президент подписывать. Ни по одному крымскому судье этому не сделано. Поэтому, если так подходить строго формально, то они и судьями-то быть не могут, по крайней мере, судьями российскими. Но есть еще один нюанс психологический, поскольку они все-таки граждане Украины, бывшие украинские судьи, то когда речь заходит об украинских патриотах, у них есть такой дополнительный мотив
относиться с ненавистью к тем, кто не предал свою родину, кто остался верен ей, тот же Балух или крымские татары. И мне кажется, что вот исходя из этих обстоятельств, этим судьям, наверное, даже приятно выносить вот эти многолетние приговоры этим людям, ну, чтобы как-то оправдать свою ущербность. Николай, мои коллеги говорят, что у нас есть на связи слушатель, и давайте выслушаем вопрос. Здравствуйте, вы на связи, представьтесь, пожалуйста. Алло, добрый день, Харьков Игорь. Вот, Николай, вы только что сказали, что не предал родину. А вот как вы считаете, вот Петр Порошенко, вот у которого совместный бизнес с Медведчуком по топливным, по нефти, газу, вот как вы считаете, Порошенко, Липецкая фабрика, дрожжевой завод в России, Бургер Кинг, такая фирма есть, которая... Игорь, я жутко извиняюсь, а по теме эфира у вас есть вопрос все-таки по крымским политзаключенным, по преследованиям узников в Крыму, по судьям, может быть? Вот я хочу спросить, вы верите этой власти, что при этой власти что-нибудь какие-то узники освободятся? Или будем ждать, вот будут выборы в Украине? Я считаю, что будет предыдущая... Простите, власть... вы считаете, что нынешняя украинская власть посадила политических узников в Крыму? Я считаю, что не она посадила, но она вообще ничего не делает. Вот хороший, кстати, вопрос. Вот давайте вот на этом утверждении и попытаемся спросить у Николая Полозова. Правда ли, что украинская власть нынешняя, там, в лице Порошенко, в лице соответствующих депутатов, в лице разных министерств ничего не делает? Не, ну, я с этим не соглашусь. Все-таки сажает украинских политзаключенных не Порошенко, а Путин. И не выпускает их не Порошенко, а Путин, да? И тот же Сенцов, который уже голодает длительное время, он сидит в российской тюрьме, а не в украинской. Простой пример. На Минской группе Ирина Геращенко предъявляла список россиянам из нескольких десятков граждан России, которые находятся в Украине, которых Украина готова обменять в обмен на украинских политзаключенных. Вот российская делегация отказалась вообще разговаривать об этом. Вот, поэтому здесь все упирается именно в позицию Кремля. А что касается президента Порошенко, ну, на выборах, мне кажется, народ сможет дать оценку его деятельности. Мое личное мнение, хоть я и не гражданин Украины, в условиях войны, в условиях оккупации значительной части страны, наверное, это один из лучших президентов Украины, который был. Ну, отойдем от политических заявлений. Ну вот, Николай, по вашему мнению, когда мы говорим о перспективах обмена, вот что может повлиять на позицию Российской Федерации? Какие вещи могут магическим образом заставить все-таки вернуть украинских политзаключенных? Ну, дело в том, что если Украине нужны ее граждане, то Кремлю российские граждане не нужны. И Кремль рассматривает вопрос освобождения украинских политзаключенных как некий довесок к неким политическим сделкам, которые он ведет не с Украиной, а которые он ведет с Западом. И если, скажем так, намечается какая-то конфигурация какой-то сделки, куда можно поставить, положить как гирьки там несколько украинских политзаключенных, да, это будет сделано, как это было сделано, допустим, раньше, да, когда несколько человек были освобождены за вот эти 4 года. До этого момента никто никого освобождать не собирается. Если у кого-то будут выходить сроки, то их будут просто отправлять в Украину, как это с Костенко сделали. И все. Поэтому, к сожалению, Кремль не заинтересован в обмене людьми. То есть, если резюмировать вот эту точку зрения, получается, что единственный способ Киева хоть как-то повлиять на судьбу политзаключенных — это не обращаться к Российской Федерации, не обращаться к Путину, а обращаться к Западу, чтобы он не снимал это с повестки. Да, именно так. К сожалению, сейчас Запад демонстрирует не самое, скажем так, активное участие в процессе освобождения украинских политзаключенных. Это, ну, наверное, такая геополитическая текущая обстановка. Но я убежден, что если украинская власть будет все-таки при каждых встречах, на всех площадках говорить об украинских политзаключенных, подталкивать Запад к
решению этой проблемы, то эта проблема может быть решена. Что ж, Николай, благодарю вас за этот разговор. Напомню, мы говорили с Николаем Полозовым, адвокатом, обсуждали сегодня дело Виджие Кашка, обсуждали крымских судей-предателей, а также перспективы обмена политзаключенных. Это был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Мы обязательно услышимся.